Телеканал «Якутия-24» работает в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Борьба со стихией по всем фронтам. В 14 районах Якутии действует особый противопожарный режим. Сотни людей и техника тушат лесные пожары. Первый пассажирский. Как идет работа после открытия? Железная дорога в Якутии, история развития и планы на будущее. Министр 2019 сегодня подвели итоги отборочного этапа известной деловой игры. Соблюдаются ли все требования и нормы? В Мирнинском детском лагере «Орленок» прошли проверки по пожарной безопасности. Как дела в Южной Якутии? Обзор новостей Нерынгринского района в конце выпуска. Площадь лесных пожаров составляет 0,4% от общей площади лесного фонда республики. Об этом сообщили на заседании Республиканской комиссии ЧС по лесным пожарам. Для стабилизации ситуации в 14 районах Якутии действует особый противопожарный режим. На тушении работает самолет-амфибия БЕ-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Накануне самолет совершил вылет в Хангаласский район, сбросил на горящие леса возле Синска порядка 110 тонн воды. Ситуация с лесными пожарами на личном контроле у главы Якутии Айсена Николаева. Якутия получит дополнительно 68 миллионов рублей на покупку техники для борьбы с лесными пожарами. Деньги выделяются из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология». Перечень и количество техники находится на стадии формирования. В Минэкологии региона отмечают, что уровень износа имеющегося на данный момент парка техники превышает 70%. Республике не хватает гусеничных тракторов и вездеходов. Напомним, ранее благодаря нацпроекту «Экология» регион уже получил 28 единиц лесопожарной техники общей стоимостью 85 миллионов рублей. Связано с реализацией нацпроектов по сохранению лесов и высвобождением определенных средств по линии Минприроды, и они планируют их перенаправить на увеличение вопросов, связанных с формированием, так скажем, укомплектованием лесопожарных формирований необходимой техникой. По данным, причины возникновения лесных пожаров в республике – это грозы, неисправность линий электропередач, а также человеческий фактор. Причинами в основном лесных пожаров, 197 лесных пожаров, являются именно грозовые разряды, то есть в результате грозовых разрядов. Но кроме этого также есть случаи, именно проведения неконтролируемых сельхозпалов, то есть это причина местного населения. Принимаются меры административного характера, и также есть случаи возбуждения уголовного дела, допустим, например, как в Верхоянском районе. К другим новостям. В Москве состоялось оперативное совещание руководства компании «Алроса» с участием главы Якутии. На повестке дня было обсуждение деятельности алмазного гиганта за последние 7 месяцев. Затронуты вопросы, касающиеся участия компании в улучшении качества здравоохранения в Мирнинском районе. Участники обсудили и передачу некоторых непрофильных активов «Алроса» в собственность республики. Также затронули текущее положение алмазного рынка. Несмотря на достаточно серьезный такой тренд на мировом алмазном рынке, связанный с снижением продаж, который коснулся всех алмазодобывающих компаний крупнейших мира, «Алроса» достаточно уверенно эти 7 месяцев пережила, никаких серьезных проблем нет. Более того, если, например, говорить о снижении продаж где-то там на 20-30% в целом по компании, вместе с тем по налогам мы видим, что снижения особого серьезного нет. Так и мы надеемся, что уже ближе к концу 2019 года рынок будет улучшаться, но и в 2020 году ситуация, конечно же, должна, на наш взгляд, быть значительно лучше, чем в 2019 году. Также в Москве глава Якутии Айсен Николаев встретился с послом по особым поручениям по международному сотрудничеству в Арктике МИД России, представителем России в Арктическом совете Николаем Корчуновым. Одной из главных тем стала возможность создания в Якутии Центра по цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов Севера и Арктики.
Также обсудили вопрос, как сделать международное межрегиональное сотрудничество более интенсивным. И в решении этой задачи вполне может помочь платформа Международной организации северных регионов «Северный форум». После решения президента страны 13 мая по увеличению арктической зоны Якутии у нас территория составляет 1 600 000 квадратных километров. Это больше половины территории Якутии. Ну и, соответственно, конечно, развитие Арктики для нас очень важно. И Якутия здесь на самом деле есть чем, если не гордиться, то, по крайней мере, предъявлять какие успехи. Так, это вопросы работы по Северному форуму. Добыча полезных ископаемых в Якутии за последние 5 лет растет. По данным, в 2015 году в регионе добывали 9,5 миллионов тонн нефти, то уже в этом году объемы планируют увеличить до 14 миллионов. По данным Министерства промышленности и геологии республики, в этом году вырастет и добыча газа примерно в 1,5 раза. Основной объем дает компания «Сургутнефтегаз» – это 9 миллионов тонн. В конце этого года, 1 декабря 2019 года, ожидается запуск Чаиндинского месторождения. И вот с этого момента рост добычи газа у нас будет значительный. На полке ожидается добыча по Чаинди, это 23 миллиарда кубических метров в год. Газ будет поставляться в Сибири и на экспорт. Вместе с тем растет и добыча угля. Есть спрос, предприятия увеличивают объемы. За первое полугодие добыли 8,5 тысяч тонн угля. К концу этого года цифра вырастет до 20 с лишним тысяч тонн. Резко возросли объемы добычи серебра. Если в 2017 было 32 тонны, то уже в 2018 102 тонны. На достигнутом останавливаться не планируют. В этом году эта цифра увеличится еще на 4 тонны. Кроме того, есть спрос на золото. Объемы добычи увеличиваются последние 2 года. Это связано в первую очередь с вводом в эксплуатацию коренных месторождений. Это месторождение Гросс и месторождение Таборное. Вот. При дальнейшем наращивании добычи золота мы ожидаем, наверное, до 35, пока такие средние цифры, показатели. Пассажирское ЖД-сообщение со станции Нижнего Вестяха продолжает активную работу после открытия. Наш корреспондент Анастасия Кобызева о становлении и развитии железной дороги в Якутии и планах на перспективу. Начались регулярные пассажирские перевозки от станции Нижний Бестях. Напомню, первый поезд туда прибыл 27 июля из Алдана. Событие историческое. Дорогу Беркакит-Тамот-Якутск строили без малого 34 года. Хотя по первоначальному плану дорога к столице Якутской АССР должна была прийти еще в 1994 году. Но перестройка и последовавший кризис помешали воплотить планы в жизнь. 800 километров дороги строили в 2 этапа. Первый – Беркакит-Тамот, второй – Тамот-Нижний Бестях. К слову, если сейчас оценить стоимость этого проекта, то с учетом инфляции он обойдется в 500 миллиардов рублей. Сумма, конечно, огромная. Была построена масса внеклассных мостов, больших мостов, свыше 500 метров. Я хочу сказать, что в районе Нерюнгри, Чульмана было построено 5 мостов, длина которых сопоставима с Ленским мостом. Поэтому тут такая маленькая деталь, которая существует. Масса земляных работ была сделана, станций. Все-таки 20 станций разъездов, локомотивное депо, инфраструктура, вся вокзалы. Вот эта вся красота, которую вы видите, грузовые двора. Значит, это было действительно все построено. Отныне столица нашей республики соединена железнодорожной сетью всей страны. Например, до Благовещенска можно будет доехать за 2800 рублей, если покупать билет в плацкартном вагоне. А до Москвы за 7700 рублей. Цена ЖД-билета намного ниже, чем на самолет. Но отметим, что путь займет 6 суток. По данным приложения Aviasales, в августе из Якутска до Москвы самый дешевый авиабилет обойдется в 17 тысяч рублей.
Тарифы на ЖД-билеты утверждает Федеральная антимонопольная служба. Тарифная сетка российских железных дорог едина по всей стране. И ответ на главный вопрос – ожидать ли повышения цен в следующем году. По словам генерального директора компании «Железные дороги Якутии» Василия Шимохина, цены вырастут, но незначительно, на 2–3%. И еще, так как станция Нижний Бестях находится на правом берегу реки Лены, для удобства пассажиров введен единый билет. Он состоит из двух частей – билет на поезд и билет на автобус, а летом еще плюс катер. То есть пассажир добирается до станции Нижний Бестях. Если это лето, то обладатель единого билета пересаживается на автобус, он едет до пристани, там человек пересаживается на катер до Якутска. Конечная точка – речной вокзал, а в зимний период до автовокзала и обратно. Летом цена билета составит 250 рублей, а зимой дешевле – 200 рублей. Сегодня не существует отрасли, которая не была бы заинтересована в железной дороге на территории Якутии. Крайне важное направление – пассажирские перевозки. С введением новой ветки поток увеличится в 1,5 раза. Если мы будем говорить 17-18 годы, да, то пассажирское движение, которое уже открыто, будем говорить, на линии Тамот-Биркакит и далее в другие, ну, допустим, регионы нашей страны, то оно уже говорит о том, что пассажиропоток уже растет. Ну, начиналось, допустим, там с цифр 74, дошло до 85, ну а дальше планируем уже до 135 тысяч. Не менее важны и грузоперевозки. Так вот, за этот год от станции Нижний Бестях компания планирует переработать 800 тысяч тонн груза. Также прогнозируют, что стоимость отправки грузов до Нижнего Бестяха снизится минимум на 25%. Вся железная дорога полностью построена и полностью вступила в период постоянной эксплуатации. Конечно же, это дает нам огромные возможности для перевозки не только пассажиров, но и грузов. Мы ожидаем достаточно серьезного, практически на 25–30% снижения стоимости транспортировки ряда грузов сюда, в центральную Якутию. Конечно же, выход железной дороги на берег Лены, на правый, дает нам огромный стимул теперь уже для строительства моста через Лену, который в конце концов вот как раз должен привести к завершению строительства транспортно-логистического центра вокруг якутской агломерации. В общем, о каких-либо показателях можно будет говорить только к концу этого года. На сегодня железная дорога – это транспортная доступность, устойчивое сообщение, надежность и качество перевозки. Первый поезд со станции Нижний Бестях до Нерюнгри отправился 29 июля. Были проданы все билеты. И в завершении напомню, что пассажирские поезда будут ходить через день по нечетным числам. Сейчас короткая пауза, вернемся через минуту. Смотрите далее в программе «Итоги дня». Министр 2019 сегодня подвели итоги отборочного этапа известной деловой игры. Соблюдаются ли все требования и нормы? В Мирнинском детском лагере «Орленок» прошли проверки по пожарной безопасности. Как дела в Южной Якутии? Обзор новостей Нерюнгринского района в конце выпуска. Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. Премьер-министр Владимир Солодов сообщил, что в Якутии создадут региональный фонд помощи обманутым дольщикам, который начнет работу уже этой осенью. После принятия соответствующего закона Госдумой у регионов появилось право создавать некоммерческие организации в форме фонда субъекта России для достройки проблемных объектов недвижимости. Якутия стала одной из первых регионов, которая отправила соответствующую заявку. В данный момент по указу главы республики готовят документы для регистрации фонда. Предполагается, что он будет финансироваться на 8% из регионального и на 92% из федерального бюджета. Объем будет зависеть от официального реестра дольщиков. Напомним, что в этом году на решение данного вопроса было выделено 150 миллионов рублей из бюджета республики.
Если мы видим, что у нас в реестре просматривается 500 человек, я условно сейчас цифру называю, потому что еще он устаканивается, то оценивается стоимость, объем средств, необходимых для достройки, и исходя из этого будет направляться заявка от региона на федерацию, и с федерации будет принято решение о софинансировании. То есть говорить о том, что фонд будет определенный объем сразу иметь, некорректно. Еще раз, мы будем исходить из того объема, который необходим для решения вопросов по дольщикам, признанными обманутыми. Граждане, которые взвалили на себя ипотеку, но впоследствии потеряли возможность зарабатывать на прежнем уровне, смогут получить отсрочку по выплатам сроком до полугода. Закон вступает в силу сегодня. При отсрочке платежей все необходимые деньги нужно будет выплатить в обычном порядке по окончании льготного периода. Можно выбрать другой вариант послабления – уменьшение размера платежей. Уйти на такие каникулы можно только один раз. При этом заявитель должен соответствовать нескольким критериям. Правительство России выделило порядка 460 миллионов рублей на строительство 2 новых школ в Якутии и Свердловской области. Об этом сегодня заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Выделение средств происходит в рамках реализации госпрограммы развития образования. Глава Кабинета министров страны выразил надежду, что новые школы будут сданы уже в этом году. Как сообщила нашему телеканалу вице-премьер Якутии Ольга Балабкина, новая школа по этой программе появится в селе Петровка Мегино-Кангаласского района. Сегодня подвели итоги отборочного этапа деловой игры «Министр-2019». Конкурс стартовал 10 июля и завершился 30-го. Участники прошли тестирование дистанционно на общие знания и выявление способностей по разделам: общество, государство и право, ресурсы, экономика, человек и природа, техника, технологии, культура и искусство, также русский язык. По итогам участникам с наилучшим результатом, а их около 1000, будет доступно второе задание отборочного этапа. Вопросы, они были разноплановые. Они были, скажем так, если ты не подготовишься к этим вопросам, не учился в школе, или только не выпустился, то очень будет сложно. Но что я учился, только недавно, выпустился, еще я подготовился и написал этот тест с первого раза, мне было намного очень легко. Добавим, что в этом году игра «Министр» проходит в обновленном формате. Отбор включает несколько этапов. В полуфинале участникам предстоит пройти дистанционную оценку основных компетенций. Финал игры будет очным, пройдет в конце сентября. Напомним, что на участие в деловой игре заявки подали свыше 5000 человек, которые разделены на 3 возрастные группы. По итогам лучшие конкурсанты получат рекомендации для вхождения в молодежный кадровый резерв и резерв управленческих кадров республики. В этом году у нас призовой фонд очень большой. Мы решили, что это будут образовательные программы. Перед участниками открывать такие большие перспективы. Допустим, в группе А получит 3 целевых места для обучения в российских вузах. Также путевки «Сириус», в океан. Студенты и молодые специалисты могут получить сертификаты на обучение в школе бизнеса «Солбридж», в МГУ имени Ломоносова. И для 3-й группы управленцев Гран-при – это обучение в MIT. К другим темам. В Ленске занимаются уборкой и очисткой проезжей части. На работы направили специальный транспорт. Сюжет Анны Кожевниковой. Город – это наш дом. И, конечно, каждому хочется, чтобы в его жилище было чисто. Машина, пылесос ежедневно выходит на улицы города. Эта техника предназначена для уборки дорожного полотна. Оптимальная система смачивания и пылеподавления позволяет использовать этот специализированный автомобиль в любое время суток, не создавая дискомфорта для жителей. Так начинается утро в Ленске. Центральные улицы тщательно вычищают и промывает машина-пылесос. Специальные щеточки очищают даже самые труднодоступные участки дороги возле бордюров, тротуаров. Но он предназначен только для уборки асфальтовой поверхности. Центральный, где хороший асфальт, Мухтуя, Каландарашвили, Пролетарка, Первомайская, Ленина и кусочек Победы. Нынче у нас песка очень много, объем большой. Потихонечку прибираем, чистим город.
Остальные же улицы убираются вручную. Также на тротуарах трудятся дворники. В их объем работы входит уборка от мусора и очистка от песка. Жители удовлетворены состоянием центральных улиц Ленска, что не сказать о микрорайоне Алроса, где работу проводит другая подрядная организация. В городе да, а вот на Алросе нет. Вообще. А хотя мы относимся к городу. Они про нас совсем забыли. К остановке вообще невозможно подойти. Грязище. За все лето никто ничего не делал. В этом году праздник на примыкающих к центральным улицах. Здесь асфальта нет, но и грейдер бывает нечастым гостем. Однако администрация города изыскала средства для увеличения объема работ по грейдерованию. В контракт вошло 50 улиц. Это в эти улицы вошли Звездный, Светлый, Спутник, Мухтуя и Дальний Чанчик. Если не ошибаюсь, там по контракту около 10 тысяч кубов на весь объем. Ну, как бы улицы грейдировались, например, у нас есть такие проблемные улицы, как Транспортные, Монтажные, это вообще болотные улицы. Туда завозился сначала скальный грунт, создавалась подушка, сверху отсыпали ПГСом. Где позволяло отсыпать ПГСом, завозился грунт и выравнивалось полотно. Без трудностей не обошлось, но результат – благодарные жители, которые теперь беспрепятственно могут добираться до своих домов. Луж не будет весной, осенью. А то здесь лужи такие, что весной потом вообще невозможно проехать. Выровнять надо все равно. Но я здесь 3 года живу, первый раз за 3 года. А так везде бы так грейдировали, лучше было бы. Жители отмечают, что в последние годы Ленск становится чище и благоустроеннее. А чистый город – как уютный дом, в который всегда возвращаешься с удовольствием. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Ленске происходят частые отключения электроэнергии. Сообщается, что такие меры принимаются в связи с производством работ на объектах. В основном энергетики выполняют замены опор линий электропередач. Отключение связано в связи с проведением ремонтных работ. Замена опор невозможна без отключения линии электропередач. И также производится у нас замена провода голого на самонесущий изолированный провод во избежание дальнейших отключений при ветровых нагрузках. В данный момент производятся у нас работы капитального ремонта по линиям электропередач Ленского района. Полностью производим ремонты магистральных линий электропередач, это 6 киловольт, и также линии 0,4 киловольта. В данный момент у нас ячейка номер 30, это центр города. Мы производим работы в ночное время во избежание перерывов электроснабжения днем. В Мирнинском детском лагере «Орленок» прошли проверки по пожарной безопасности. Соответствует ли учреждение всем требованиям и нормам? Сюжет Алины Нечаевой. После трагедии в детском палаточном лагере в Хабаровске по всей России массово проверяют такие объекты. Так, руководство лагеря «Орленок» в Мирнинском районе утверждает, беспокоиться за безопасность ребят здесь не стоит. Персонал обучен, как действовать в случае пожара. А для детей с начала смены постоянно проводят лекции на эту тему. Дети у нас проходят технику безопасности, обучение по нашим корпусам, как они должны выходить из корпусов во время пожара, какие сигнализации у нас срабатывают, какое звуковое оповещение или просто у нас разговорное оповещение и так далее. И также у нас персонал все это выполняет обязательно. В случае пожара ответственность за спасение детей в первую очередь ляжет на вожатых. Они также обязаны знать технику безопасности и уметь оказать первую медицинскую помощь. С учебного центра специальные техники по безопасности приходили, нас обучали этому всему. В Новосибирске также, когда мы проходим школу подготовки вожатых, также это все у нас предусмотрено. И пожарная безопасность, оказание первой медицинской помощи. Все это ребята у нас проходят. А знают ли сами дети, что делать при пожаре? Как показал наш опрос, знают. Действовать при пожаре нужно спокойно, не кричать, не орать. Когда вот прозвучит о пожаре тревога, нужно выходить через пожарный выход. Готовы к возможным ЧП и на детской оздоровительной базе «Алмаз» в Ленске. Соответствующие проверки на пожарную безопасность там проводят ежегодно. В том числе тестируют все системы оповещения.
Проводим проверку и испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода, проверяем работоспособность клапанов пожарных кранов, выполняется обработка деревянных конструкций стен и потолков, чердачных помещений огнезащитными средствами. За годы работы «Алмаза» здесь так же, как и в Орленке, в сфере пожарной безопасности нарушений не было. Как не было и чрезвычайных ситуаций. Но даже сейчас к ним в любой момент готовы. Алина Нечаева, Мария Крутихина, Илья Засухин, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом, завершая выпуск, эфир продолжит обзор новостей Нерюнгринского района. Слово Екатерине Павловой. Добрый вечер. Программа «Доступная среда», активно действующая с 2011 года, уже не раз доказала свою эффективность. Установка пандусов, ремонт тротуаров и дорог – все это формирует комфортную городскую среду. В Нерюнгри чаще всего жители города жалуются на отсутствие или качество подъездных пандусов, которые нужны не только для инвалидов-колясочников, но и для молодых семей с маленькими детьми. Нам достаточно целых пандусов вот так вот. Надо сделать их, просто отремонтировать. Не хватает ни пандусов, ни город с доступной средой, не считаю. Качество тротуаров тоже играет немаловажную роль. Разбитый асфальт, находящийся порой под неудобным углом из-за смещения почв, раздробленная от времени бетонная плитка или отсутствие тротуара как такового. Сегодня Нерюнгринская администрация активно решает этот вопрос, проводя ремонтные работы в городе. Мы учитываем при капитальном ремонте тротуаров, чтобы были съезды, подъезды для колясочников, также для велосипедистов и женщин с колясками. Несмотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться городской администрации, Нерюнгри все-таки имеет неплохую базу для дальнейших работ над доступной средой города. В Нерюнгри финишировала экспедиция южно-якутских туристов-экстремалов «Эхо станового хребта», приуроченная к 120-летию со дня рождения геодезиста, писателя Георгия Федосеева. Среди участников экспедиции был наш коллега Сергей Козюра. 30 дней, 7 рек, 2 озера и 2 вершины. Места трудодоступные, первозданные, завораживающие своим великолепием. Экспедиция была разбита на 3 этапа. Это установка памятника Георгию Федосееву на одной из вершин Станового хребта, исследование аэродрома, построенного в 1943 году на реке Мулам, поиски упавшего самолета, и заключительным этапом было прохождение порога 5-й категории сложности Муламский водопад. Удивительная по красоте природа, животный мир, выполнение поставленных, казалось бы, невыполнимых задач – все это и не только будет отображено в фильме «Хранители легенд. Эхо Станового хребта», который зрители телеканала «Якутия-24» увидят первыми. Вот такими событиями была наполнена среда, 31 июля, в городе Нерюнгри. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех событий.